Утро начинается. Ой, ключи не видит. Ключи не видит. Где ключи? Вот они. Вот они, ключики. Увидел ключики. Поехали. Тополя. Целовал он тебя, не. Тут вот момент такой. Широкая машина, блин. Гараж-то по совдеповским нормам был сделан. Ворота не такие широкие. Запахло весной. Вот тебе мой красавчик блестит весь. Красавец. Ребята, продолжаю блог. Видите? Иногда бывают такие моменты, что не видит ключа. Key not detected пишет. Не увидел ключа. Вот так подносишь вот сюда поближе. Эй, дядька. Видите, вот сюда вот ближе к кнопке подносишь. Это значит, у вас батарейка здесь села. И еще такой момент. С гаража выезжаете, не обязательно ее прогревать. Ready пишет 20 градусов outside. 20 градусов двигатель нагрет уже. Чистая комнатная температура. Он сам сейчас прогреется. В общем, вот такой блок, ребята. Рассказываю, что не обязательно там его греть. Это просто остаточное у людей осталось такое мнение, то что надо прогреть там, пока лампочка там. Тут же нету этой индикации синей лампочки же, как, допустим, бензиновые машины. Поэтому просто можно ехать. Вот ready горит. Ready. I'm you ready? Ready. Fight. Fight. В общем, сразу ютубчик заряжаешь. В общем, как-то так. Автосвет. Ну, такая уже современная машинка. Да, и, кстати, по поводу вот батареи, да? Кто-то говорит батареи. Ну, желательно, конечно, в гараж, когда заезжаешь, чтобы хотя бы 3 деления было. Вот, 3 деления. Хотя бы 2 деления не заезжайте. Не оставляйте в машине. Ну, то есть машину на ночь. Так скажем, чуть-чуть хотя бы заряженная, чтобы была. В принципе, и 3 делений пойдет. Лучше 2 не оставляйте. Вот сейчас на электротяге даже он выехал, видите. Выехал с машины, выехал с гаража. Вот 19 уже стало, потому что на улице где-то минус 15, наверное, может больше. В общем, как-то так. Вот такое коротенькое видео, ребят, с утреца. Чуть-чуть открывая тайны, так скажем. Кто прогревает гибрида, ну, не делайте этого, ребят, реально. Просто тратите свое время, свои бабки. И все, сел. Ну, допустим, если там на улице стояло. Сел, подогревы включил. Подогрев руля, если есть. Вот, у меня есть подогрев руля. Подогрев в 5-й точке. Сел, поехал. Перчатки одел. И она сама прогреется. Бывает такое, ребята, смотрите. Короче, не видит, видите, батарейку не видит. У меня батареечка, сейчас покажу где. Вот тут вот специальный карабинчик такой. Горнолыжная куртка. Вот. Не видит. Иногда вот когда не видит, можно завестись вот так. Вот, видите? Можно так завестись. Близко подвести. Не обязательно батарейку менять. Но лучше сделать сейчас замену батареи. Это делается, смотрите, каким образом. Достаем ключ. Я одной рукой снимаю, ребята. Ё-моё, блин. Вот тут нажимаешь, вот здесь вот. Ну, в принципе, вот написано тут push. Push, по-моему. Да, push. Толкай, типа. Нажал, достал, все. Нажал, достал. Берешь потом вот сюда, в эту прорезь, вот так вот боком ставишь. Видите, вот прорезь посередине. Вот она. Сейчас я вот сюда ее воткну. Вот так вот втыкаете. И чик, вправо-влево.
раздвигаете. Блин, одной рукой, короче, вообще не в варик. Ну-ка, сейчас, секундочку. Короче, запишу, смотрите. Вот эта прорезь, вот она. Видно, нет? Вот, прорезь. Берешь вот так вот, запихиваешь сюда. Хлобысь. Открыл ракушечку. Ракушечку, кубышечку открыл. Вот она. Вот, кубышечка, блин. Непривычно мне так снимать. Смотрите, какой у нас батарейка. 2032. 2032 обычная батарейка, которая в системных платах там и так далее. Ну, короче, распространенная, хорошая. Потому что еще бывает 2016, но это 2032. Ее я тоже достаю ключом. В принципе, вот сюда вот подпихиваю, вот так. Хоба ее туда ковырялкой. Оба, вот она упала, покатилась, все, упала. В общем, достаем новую батарейку. Вот у меня блистер целый вот с этими батарейками 2032. Берешь ее, втыкаешь сюда. Хоба, назад ее. Чпонькс. Стремно как-то получается сейчас записать, как будто какой-то калека какой-то. В общем, хоп, назад. Закрываешь ракушку, как ракушечку. Хоба, все. Все. Опять теперь проверяем. Так, теперь проверяем. Глушим. Все, поменял батарейку. Моргает, видите, ключ. Вот он. Чик-чик. Типа я не вижу. Беру тормоз. Заводимся. Все видит. Примерно батарейка это выжирается. Это система свой-чужой иммобилайзер. Где-то примерно она, ну, вот этого качества, не знаю. Ну, в принципе, все китайские качества. Duracell, может, чуть подольше будет. Но у Duracell, извините меня, цена вопроса вообще другая. Я вот блистер вот такой 2032 купил, и все. Мне там буквально сколько-то секунд поменять эту батарейку не доставит, так скажем, определенных хлопот. Это с учетом того даже, что я вот видео записываю. Так что имейте в виду, что можно вот так завести, подведя. Но я, как правило, самим ключом нажимаю. Ну, можно, конечно, тут поцарапать вот этот пластик. Но нажимаю вот так вот. Вдруг, если не заводится. И вот эта лампочка моргает. Видите? Вот она, видите, моргает. Хоп. Хоп. Чик. Сейчас все видит. Ничего не моргает. Все четко. Ну и в самом пульте тоже может быть батарейка садится. Тоже надо периодически менять. Видите, у меня показывает то, что у меня там маленечко осталось. Всегда вожу 3А. Маленькую батареечку всегда вожу, как бы, про запас. Так. Именно серый, да? Сейчас мы... Так, что у меня? Аппарат. Сейчас проверим батареечку. 738 показывает. Хороший прибор. 738. Еще новая тема. IP-камера. Слежу за всем. Она двигается там туда-сюда. Прикольная штука. Видео записывает, звук записывает. Все записывает. Палит контору. Пусть вас не смущает мой наган. Я вам лучше песню пропою, про блатную молодость спою. Я замерзаю, фраера поставил я на гоп. Фраер оказался жирный клоп. Взял бумажник кольцам мишуру. Будет поиграться чепуру. Знают и Одесса, и Ростов.
Ой, куда девался юность? Все в порядке, никаких проблем. Пошли. Все вместе. Почему ты всегда к друзьям придираешься? Потому что мы такие простые люди. Из-за этого мы такая лохая добыча. Что будет с нашей страной? Прямо как в старые времена. Мы ж ни в чем не виноваты. Какие ваши доказательства? Кокаином